Программа по переселению лакского населения этого района на новое место жительства и восстановления Уховского района. Так называется программа правительства Республики Дагестан, которая десятки лет работает. Общественная организация АУФ максимально способствует, содействует решению данного вопроса. Диалог с руководством имеется. Повторюсь, вопрос очень сложный. Принимаются многочисленные резолюции, многочисленные правовые нормативные акты. Но, к сожалению, процесс переселения идет очень тяжело, очень сложно. Процесс восстановления идет еще хуже. Практически работа застопорилась. Функционирует целое управление при правительстве Республики Дагестан, задача которого заключается в завершении работы по переселению, восстановлению Уховского района. К сожалению, опять же, к огромному сожалению, эта работа управления тоже вызывает очень много вопросов. Самое страшное в многонациональном Дагестане наличие таких острых вопросов, оно недопустимо. Все слои населения, начиная от людей ответственных, руководителей, которые отвечают по закону за исполнение этих решений, общественные организации, простые граждане, они все должны приложить максимум усилий для того, чтобы не допустить обострения этой ситуации. Мы не раз становились очевидцами острых межнациональных, скажем, разборок, противостояний. К счастью, до сих пор нам удавалось сохранять спокойствие, урегулировать эти ситуации. Но если мы в корне не решим этот вопрос в рамках закона, в рамках существующей нормативно-правовой базы, то мы в любой день можем получить очень плачевную, очень сложную ситуацию, с которой уже дальше будет гораздо сложнее работать. Для сегодня время, когда информация очень быстро распространяется. Вы, наверное, все видели, что произошло недавно в Казахстане, когда на межнациональной почве были убиты, сожжены люди, и сегодня все мировое сообщество обратило на это внимание, озабочено этой ситуацией. Поэтому в многонациональном Дагестане, где проживают десятки братских народов, недопустимо продолжение вот этого напряжения. Сегодня все должны быть озабочены этой проблемой, тем более существует программа, принятая правительством республики, ежегодно обновляемая, и по этой программе все расписано, надо ее исполнять, потому что обыватель, гражданин, он не может быть в курсе всей этой работы, и чем больше это напряжение, чем дольше оно будет существовать, тем больше вероятность того, что это может все плачевно закончиться. Многочисленные представители Республики Дагестан, наши граждане, которые сегодня называют себя блогерами, позиционируют себя блогерами, находят абсолютно отдаленные, не имеющие отношения к нашей реальности темы, освещают какие-то проблемы, которые не имеют к нам отношения. Вот живая проблема, вот реальная проблема, с которой мы в любой день можем получить кровопролитие. Может в любой день, как правило, это происходит очень неожиданно, то есть
Поэтому я призвал бы всех, кто позиционирует себя как информационное агентство, как блогер, пожалуйста, обратите внимание на данную проблему. Это живая проблема. От того, что мы ее будем замалчивать, она не исчезнет. Эта проблема существует. Надо находить диалог, надо садиться и разговаривать. Надо решать эту проблему в рамках закона нашего государства, в рамках религии нашей, ислам, мы мусульмане, мы все братья. Наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что все мусульмане братья. Поэтому, братья, я призываю всех вас быть более ответственными и за судьбу нашей республики, и обратить внимание на данную проблему. Это не проблема чеченцев Дагестана, это проблема всей республики, это проблема Российской Федерации, потому что главным документом, согласно которого происходят все эти действия, является закон Российской Федерации о реабилитации репрессированных народов и программа правительства Республики Дагестан по переселению и восстановлению Ауфасского района.